Здравствуйте, дорогие ребята! Шум брата до вечки викс ялгот. Мы рады видеть всех вас в добром здравии и в хорошем настроении. На прошлом занятии мы с вами говорили об одном из интереснейших жанров фольклора нашего края – сказках. На сегодняшнем занятии я, Николай, и моя верная помощница Лисичка познакомим вас со следующим не менее интересным жанром устного народного творчества нашего народа. Нас ждет много нового и интересного. Друзья, попробуйте угадать тему нашего сегодняшнего урока. Внимательно послушать стихотворение, которое я для вас подготовила. Год за годом мысль народа в ней копилась, с рифмой роднилась, и детям, и взрослым пригодилась. Умному загадать все впрок, а неумному намек. Как вы успели догадаться, сегодня мы будем говорить о богатейшем фольклорном наследии мордовского народа – загадках, которые создавались веками и использовались в развлекательно-познавательных целях. Итак, друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – Мокшезень Содамо Йоксне – мордовские загадки. Ребята, загадка – это великая сокровищница человеческой мысли, представляет собой иносказательное описание предмета или явления, которое необходимо разгадать. По сравнению с другими головоломками, фольклорные загадки очень колоритные и самобытные. У них нет определенного автора, они веками создавались народом, передавались из уст в уста, из поколения в поколение, всякий раз немного видоизменяясь. Лисичка, а как будет звучать слово «загадка» по-ирзянски? Друзья, на ирзянском языке загадка – это содамо йокс. Это слово сложное, состоит из двух частей. Содамо – знать, отгадывать, и йокс – сказка. Если дословно перевести эти слова, то получится сказка для отгадывания. И на самом деле загадка представляет небольшую историю, краткое замысловатое описание какого-либо предмета, которое требует отгадки. Послушайте, как образно мордва описывает корову, сравни ее с копной сена, рога животного с вилами, а хвост с метлой. Карда скучкасо аж ти копна, и келе песен за сянгу, удало песен за тенсть. Ребята, а как вы думаете, для чего необходимо нам с вами уметь загадывать и отгадывать загадки? С помощью загадок можно тренировать память, развивать гибкость ума, догадливость, наблюдательность. Они не просто учат нас думать, но и мыслить, подключая воображение. Ребята, давайте рассмотрим основные типы мордовских загадок по форме и тематике. По форме среди мордовских загадок выделяются загадки описания, загадки-вопросы и загадки сравнения. Загадки описания, по-ирзянски «содамо йокс-йовтнима», дается образное описание предмета, который нужно отгадать. Ребята, попробуйте отгадать такую загадку «Салмуксон золамо сончмезяк астакшны». Иголок много, сам же ничего не шьет. Конечно, это ежик, сеяль по-ирзянски. Молодцы, ребята! Теперь рассмотрим второй тип загадки – загадку-вопрос, по-ирзянски «содамо йокс-кевстема». Она заключает в себе вопрос, который требует мыслительной деятельности и дает новые знания об окружающем мире. Ребята, послушайте ирзянские загадки-вопросы и попробуйте их отгадать. Кинь сюрунзо пулудонзо кувакат, чьи рога длиннее хвоста. Ребята, вы, наверное, задумались. Конечно, это животное – коза. Еще одна загадка-вопрос. Ки каня монин йовтасы, мези сяпак виде касы. Кто мне скажет, что растет, хотя их не сеют? Конечно, это волосы. Их никто не сажает, они растут независимо от нас. Ребята, и наконец рассмотрим третий тип загадки. Это загадка сравнения. По-ирзянски «содамо йокс карадокар шаравтома». В ней один предмет сравнивается с другим по сходству каких-либо признаков. Послушайте ирзянскую загадку сравнения и попробуйте ее отгадать. Ашо проклов, тантий прок медь.
Белый, словно снег, вкусный, словно мед. Конечно, это сахар. Молодцы, ребята! По цвету он такой же белый, как снег, а по вкусу сладкий, как мед. Дорогие друзья, мордовские народные загадки можно сгруппировать не только по форме, но и по тематике. Тематика их может быть разнообразной. Это загадки о явлениях природы, о животном мире, о растениях, человеке и строении его тела и многие другие. Большое место в фольклоре мордовского народа занимают загадки о животном мире, насекомых, птицах, диких и домашних животных. Еще с давних времен мордва обращала внимание на их поведение. На основе полученной информации народ сочинял загадки и передавал их из поколения в поколение. Дорогие ребята, а сейчас попробуйте отгадать загадки, которые приготовила специально для вас лисичка. Все они будут относиться к теме «Животный мир». Друзья, будьте бдительны. В каждой загадке спрятана подсказка. Тикшеланг сумадисяшти, сонься ярсы, лененьга камаксы. На траве лежит, сам не ест и другим не дает. Вы, наверное, догадались. Конечно, это собака, по-ирзянски киска. Ребята, молодцы! Послушайте следующую загадку. Сёмы марто, аволь нармунь, сускони, аволь киска. Лисичка загадала нам загадку про насекомое, которое имеет крылья, но не птица, кусается, но не собака. Догадались, кто это? Конечно, это комар, по-ирзянски сеськи. Молодцы! И, наконец, последняя моя загадка. Кулы весть, чачи кавксть, пингезен за море. Умирает один раз, рождается дважды, всю жизнь поет. Догадались? Это загадка про домашнюю птицу. Конечно же, это петух, по-ирзянски атякш. Молодцы, друзья! Справились с непростым заданием. Итак, ребята, наш урок на этом завершен. Мы очень надеемся, что он вам понравился, и вы будете ждать нашей следующей встречи. Не мазанок вечки виксялгат. До встречи, дорогие друзья! Вас то мазанок! Хто не мазый,